Добрый день, уважаемые телезрители! Сегодня мы собрались здесь, чтобы почтить память и вспомнить легендарного человека Василия Михайловича Кладкина, героя социалистического труда, заслуженного работника народного хозяйства Якутской АССР, кавалера 2 орденов Ленина, 2 орденов Трудового Красного Знамени и ордена Знак Почета, почетного гражданина Тампонского и Чурапчинского улусов, человека всем сердцем и душой влюбленного в север, талантливого руководителя, профессионала высочайшего класса, лидера и настоящего оленевода. Производственные достижения совхоза отмечены орденом Дружбы народов. В кабинете директора многое говорит об успехах хозяйства. Только вот хозяина трудно застать. Чаще всего он в пути. Транспорт для этого выбирает в зависимости от обстоятельств. Весеннюю распутицу лучше всего, конечно, вездеход. Ну вот и добрались до цели. Бессменный директор совхоза Тампонский Василий Михайлович Кладкин считает, что его кабинет – леса, горы, ущелья, в которых расположились оленеводческие бригады. Особое внимание директора – молодежным коллективам. А то как же, народ тут неопытный, да и, прямо скажем, неустойчивый. Может и спасовать перед трудностями, пасть духом, а то и попросту уйти. Так что без неторопливого душевного разговора никак. Проникнуться заботами людей, разделить их радость, обязательно помочь и словом, и делом. Совхоз Тампонский первым среди оленеводческих хозяйств севера Якутии перешел на путь интенсивного развития, а затем и на такую форму хозяйствования, как акционерное общество. Оленеводы стали полноправными хозяевами, заинтересованными в конечном результате своего труда. Стадо отдается в их полное распоряжение. Будет добрый уход, будут добрые доходы, а боялся работы, значит, бил себя по карману. Сейчас практически все бригады хозяйства работают в условиях арендного подряда. Казалось бы, это сняло с руководства совхоза значительную часть забот. Но нет, успокаиваться еще рано. Многие еще не поняли и не приняли новшеств, хотя внешне и в ладах с перестройкой. Потому Василий Михайлович неделями в дороге объясняет, доказывает, стремится дойти до каждого, чтобы потом люди в делах своих руководствовались убеждением, а не давлением сверху. Неутомимый и неугомонный человек Кладкин, казалось бы, мог немного успокоиться. Хозяйство процветает, сам награжден орденами и медалями. Да вот поди ж ты, хочет, чтобы было в совхозе еще лучше. И правильно хочет. В 1961 году молодого талантливого Василия Михайловича Кладкина назначают управляющим отделением «Победа» вновь созданного совхоза Тампонский. И на базе потом этого отделения потом появился самостоятельный совхоз Тампонский, которым Василий Михайлович руководил более 40 лет. Любовь Васильевна, вы, наверное, помните тот период, тот момент, когда вы впервые приехали в поселок Тампо? Вот эта область оленеводства, ему, человеку, прибывшему из Чурапчинского района и прожившему в совершенно другой местности, другой географической местности, это было, очевидно, очень новое дело. Но зная, очевидно, сейчас-то мы можем оценить спустя много лет, он очень заинтересованно принялся работать за новое дело. И первым делом, что он сделал,
это он познакомился со всеми пожилыми людьми. Особенно в те годы были целые кланы, целые династии оленеводов, пожилые люди. Он с ними быстро познакомился. И так как тогда не было ни самолетов, вернее, ни вертолетов, не было никакой другой техники, автомашин там и так далее, то все приходилось им ездить на оленях. И вот он, например, в 1961 году мы приехали, и я точно помню, с 1963 года мы почти очень редко его видели. И он всегда был в поездках. И тогда, когда он уезжал, не было ни связи, не было ни радиостанции, не было никаких известий, куда уехал, когда он вернется. И вот очень запомнился день, когда вот он ездил по стадам, он говорил, что знакомится, как живут оленеводы, изучал местность. И, знаете, была какая-то возможность поехать, допустим, за пределами, то он, и помню, в Магаданскую область выезжал и вернулся огромным ящиком. Этот ящик был полон спидол. Тогда это спидола была, это первое новое внедрение вообще в Советском Союзе, очевидно, а в частности для оленеводов, это было первое, что он привез. И это было у него вот весь груз, это были спидолы. А в 1963 году, это было в начале января месяца, папы не было где-то около 4 месяцев, и в поселке уже как-то, знаете, напряженная такая обстановка была. Люди не знали, что и делать, почему он так долго, когда он приедет. А наша мама тогда, значит, она была как бы в положении, ждала нашего брата. И я помню, что вся домашняя работа на ней была. Это получается и дрова пилить, и дрова таскать, и лед там колоть. Ну, все, что касается, все так жили, весь поселок так жил. И вот в один из вот таких моментов вот у меня брат родился даже недоношенным, да, Павел Кладкин. И вот тогда, а сестренка, ей было всего годик старший. И мама говорила, что вот мой талисман – это моя дочка Оля. Потому что Оля, она всегда чувствовала. И она говорит: Оля, ну скажи, пожалуйста, где наш папа? И Оля говорила: папа скоро будет, папа скоро будет. И таким образом мама вот, очевидно, себя таким поддерживала. И вот они так вот, ну, вот так вот они ждали, встречали отца нашего. Когда он приступил к работе в 1961 году, тогда было в совхозе, не в совхозе, а в отделении «Победа» 10 тысяч голов оленей. И вот первым делом он почему-то, зная эту особенность этой местности, он как-то задался целью, как вообще можно расширить производство, как можно поголовье увеличить. И он приехал однажды и говорит, что оказывается, вот по всем местам, по всем притокам, горам, там каким-то местам, где они были, вот по пастбищам, они изучали пастбище, он говорил, что здесь, оказывается, можно развести оленей даже до 22 тысяч. Это очень смелое заявление. Это было очень смелое заявление, потому что это подтверждает ученые того времени, потому что он очень активно стал работать с научными институтами, и в части именно вот каким образом это все организовать. И один из его близких друзей, это Курилюк Александр Данилович, это его друг Сыроватский Дмитрий Иннокентьевич, вот они, например, очень об этом подробно рассказывали и говорили, что, например, один из первых, так сказать, его попыток что-то изменить, это он из Булунского района, опыт Булунского района по откорму оленей. Тогда уже это начали работать. А потом в 64-м или каком году он говорил, что, это уже подтверждали, что он ездил даже за эвенкийской породой оленей, это фаларские олени, он их тоже привозил. И получается, что институты в Иркутской области, ИНИИС, Восхнил, там, Академия наук СССР, вот с ними у него была очень тесная связь. И они, значит, их, очевидно, специалисты приезжали, работали в нашем поселке, да, и таким образом они отрабатывали вот это вот, каким образом поднять это поголовье. И в то время, конечно, поселок был очень маленький, но очень был компактный и очень был дружный поселок. И тогда не было таких понятий, как общежитие, не было таких понятий, как там гостиницы и все прочее, да, и поэтому все, кто приезжал, новые специалисты, учителя, там, ветеринары, зоотехники, они всегда поселялись в кому-нибудь. И у нас всегда кто-нибудь жил, мы это хорошо помним. И учителя у нас жили, и ветеринары у нас жили. И как-то, вы знаете, вот, судя, я думаю, что отец наш вообще был человеком, который сам любил работу, он ей полностью отдавался. И в жизни он был, и дома он был, с людьми он был очень-очень такой, знаете, общительный. И поэтому, когда вот приехали уже ученые, они потом говорили, что когда они, вот, например, Дмитрий Анатольевич говорит, мы в 1968 году поехали по стадам и объехали за один присест, за один выезд 10 стад. Сейчас даже в одну стадо попасть очень сложно, наверное. И вот он говорит, что когда мы в это стадо приезжаем, то нас удивляло, насколько он глубоко знал эту местность уже. То есть он уже ее знал, он ее уже изучил. И поэтому касалось научных исследований по оленеводству, по откорму, там, по племенной работе.
И он, тем не менее, прежде всего не забывал об самом человеке, об оленеводе. Он очень уважал оленеводов. И у него всегда были, у нас вообще поселки были, это оленеводы, вот они уважаемые люди, а мы поселковые. И дети у них, и внуки у них, они все тогда в стада уезжали очень, очень с большим удовольствием. Вот. И у него была такая цель, чтобы оленевод жил комфортно, чтобы у него было всегда теплое место, где он может пережить какое-то время. Потом у них были, как бы, эти пастбища были зимние, осенние, летние, там всякие пастбища. Это была огромная территория. И вот этот маршрут все он отрабатывал практически у себя, да? Вот. И поэтому получается, что одним из больших разделов работы, которую он проводил, это работа по охране здоровья оленеводов. Он, опять же, сказал, что предела нет развития вообще-то, но чтобы развиваться, надо очень хорошую дорогу. И так- тут, да, в 1964 году, как очень дальновидный человек, Василий Михайлович задумывается о том, что жить в Тампо дальше уже не перспективно, и надо строить новый поселок. да. И как он искал эту местность, это место для нового поселка Тополиной? Он говорил о том, что в верховье реки Тампо, она такая небольшая, очень такая горная речка. В 25 километрах там было место, раньше она была как бы, ну, остатки там жилья, это, очевидно, был перевалочный пункт, назывался он тогда Тополиным. Это место было, как он сказал, недалеко от трассы, от Магаданской трассы. И сказал, что это место можно полностью обустроить. И я поняла, что все эти вопросы, они, очевидно, решались сначала вверху, соответственно, денежные вопросы решались, а потом уже он уже их внедрял. Но это все это было очень планомерно, тем не менее, системно. вот системно, Да, очень системно он планомерно он защитил свой Да. генеральный план, Да, и поселок Тополиное появился. да. Благоустроенный, очень удобный, уютный, красивый. Вот на экране мы его видим, да. Поселок появился, и, Галина Дмитриевна, вы были одним из первых молодых специалистов, которых пригласил Василий Михайлович, да? Да. Вы приехали в Тополиное в каком году? Тогда еще дома, наверное, желтые, свежие были, да, со Да, смолой? я приехала по приглашению Василия Михайловича в июле 1977 года. Мне очень понравился и запомнился надолго первый рабочий день, когда Василий Михайлович познакомил меня с коллективом, так как я была уже назначена ветврачом в то время. И ветврачей, и ветработников, зоотехников было очень много. Коллектив был очень большой. Мне понравился очень такой деловой, такой доброжелательный настрой коллектива. Потом также запомнилось мне добрые наставления, инструктаж Василия Михайловича. Итак, мы с Василием Михайловичем проработали в тандеме 20 лет. Так тоже незаметно прошло. С его подачи идей так у нас появились вот национальный эвенский ансамбль «Маранга», «Солинга». Потом решил Василий Михайлович возобновить эвенский праздник Сабдяк. И идеи его, а я вот все выполняла, конечно, с большим удовольствием. То есть было приятно и очень полезно работать, наверное, с таким, да, человеком? Было с ним, оказывается, очень легко выполнять. Надежда Васильевна, а вы родились уже в новом поселке Тополином или еще в Тампо? Ну, я вообще родилась в Тампо. Ага. Но как раз-таки мое рождение, так как я младший ребенок в семье, мое рождение пришлось как раз на самый расцвет бурной деятельности моих родителей. И старшие братья и сестры были уже, как говорится, уже на выезд, а я осталась как бы одна в семье. Поздний ребенок и так далее. И мы переехали самые последние в Тополины, потому что поселок строился, и я очень любила ездить в командировки в Тампо, потому что когда папа ездил, он меня с собой обязательно брал. А я приезжала в детский сад потом, и там у нас было собрание свое детский садовский, и я всем рассказывала, какой будет новый, какие у нас будут новые дома. Мне никто не верил. Все говорят: ой, не сочиняй, не это. На самом деле никто даже не ожидал, что можно обычно заезжать в один дом,
а мы умудрились заехать в новый поселок с одного места на другое. Поэтому, а наш дом строился очень долго, поэтому мы ездили на работу с Тампо, вставали ни свет ни заря, потом 25 километров на машине, папа, мама на работу, меня в садик. И так получилось, что так как мне, видимо, некуда было в основном куда-то девать, я постоянно как хвост была просто у родителей на прицепе. Все совещания, какие бы там ни были, они меня с собой везде возили до такой степени, что я участвовала вообще во всех совещаниях, конференциях, просто и никогда почему-то не баловалась. Очень была смирным, примерным, видимо, как-то с молоком матери это все и пришло. И так вышло, что жизнь связала я именно с Тополиным, с родиной. И в 2005 году, закончив все вот это, пройдя основные этапы своей жизни, пришло время, видимо, мне вернуться туда. И вот с 2005 года я работаю в наследии, главой наследия, 3 срока, 3 созыва. И я думаю, что вот на сегодняшний день я хочу сказать, что вот все сказанное родителями, вот молодежь в основном не очень серьезно относится к словам, которые нам напутствие дают наши родители, но вот со временем все слова, которые были сказаны, они нашли свое место, встали на свою полочку, и на сегодняшний день это очень помогает, очень поддерживает, и каждый раз, какая бы сложная ситуация ни была, все время смотришь и вспоминаешь, как бы они сделали, что бы он сказал. Василий Михайлович был очень общительным человеком, он был очень молод душой, да? Всегда очень молод душой. И он понимал прекрасно, что отрасль оленеводства сохранится только в том случае, если в него придут молодые, поддержат эстафету от своих наставников, от родителей. И поэтому молодежь откликнулась на его призыв. В те годы молодежь очень охотно так-то и сознательно шли в оленеводство на самом деле. Но наша особенность была в том, что половина нашего класса были в основном детьми поселковых рабочих, а половина класса были детьми оленеводов. И тем не менее, в связи с тем, что у нас класс был очень дружный, и когда Василий Михайлович пригласил нас в марте к себе в контору, и очень убедительно рассказал о том, что страна нуждается в молодых кадрах, в нас в частности. И мы это, конечно же, приняли это все, конечно же, на ура, и решили всем классом пойти в оленеводство. Ну, хотя бы он сказал нам, хоть год поработайте, возможно, за вами потянутся другие. И поэтому мы очень так это помпезно вышли с обращением на всю республику, значит, дали призыв всем классам в оленеводство. И в тот год очень многие ровесники оленеводческих районов поддержали наш призыв и поехали по стадам. Вот. После этого, значит, на День оленеводов нам очень торжественно вручили комсомольские путевки, и как бы мы уже не могли дать задний ход и так далее. Возможно, нам еще до окончания было несколько месяцев, но ну и поэтому, так как уже мы получили эти путевки, прозвучали на всю республику, ну да, поэтому как бы наши планы не менялись, но в общем мы все пошли в это оленеводство. Еще после школы Василий Михайлович нас отправил всех в Якутск, наш класс, чтобы мы отдохнули. Мы здесь приехали, на турбазе отдыхали неделю. Было очень здорово, весело. Были окружены прямо такой честью, заботой. Даже на празднике Абджекова присутствовали, там нам пели песни, посвящали что-то нашему классу. Ну, было очень здорово, поэтому мы поехали. Я еще поначалу пыталась говорить, ну, как я поеду? А мама говорит, ну ты вообще должна поехать, ты обязана, я же председатель совета, ты должна поехать. Ну ладно, поеду. Вот Евгений, например, мой одноклассник, у него, например, папа был главным экономистом, работал тогда, мама была заучем школы, он вообще в жизни никогда оленей не видел близко, но тем не менее он тоже поехал, вот, отработал. Но тем не менее мы прошли все это, я думаю, что мы закалились характером и так далее, и нам это, конечно, в дальнейшей жизни очень пригодилось. Айталина Иннокентьевна, у нее стаж оленеводческой работы больше, наверное, уже 25 лет, да? Да, ну где-то около того. В марте месяце мы приехали в город Якутск, это 31 марта, по-моему, было, 85 года, на слет будущих оленеводов 85-го выпуска, вы помните, наверное. И было что интересно. Откликнулись и приехали к нам в Тополиное работать в оленеводство 2 парней из Покровска, которые совершенно никогда в глаза не видели оленей. Они приехали и отработали достойно.
несколько лет. И хочу, чтобы нынешняя молодежь обратила внимание на нас, приняли наш пример и всем классам пошли работать в оленеводство. Она всегда была достойная профессия, самая уважаемая, самая почетная профессия оленевод. Особые методы работы, рационализаторский талант, подход, внимательный подход к любому человеку, при этом опираясь постоянно на научную основу, Василий Михайлович создал, укрепил и развил оленеводство в Улусе. Как раз в конце 80-х, получается, да, Борис Ануфриевич, создавался агропромышленный комбинат «Север», под крылом которого собирали все хозяйства, занимающиеся оленеводством, охотой, рыболовством. За время работы агропромышленного комбината «Север» вот Василий Михайлович Кладкин был одним из самых передовых директоров совхозов. И вот Василий Михайлович, он не только, допустим, занимался там, благоустройством поселка Тополиный, там, обращал внимание на социальные, культурные вопросы жителей, да, а он очень большое внимание обращал на саму организацию производства, на передовые методы увеличения доходности совхозов. Да. Вот в этом вопросе он сильно преуспел. Я помню, вот, когда мы были директором совхозов, тогда проводили совещания то в Магадане, то в Иркутске, то в Москве. Проводили совещания директоров совхозов России. Да. И там, значит, большая группа директоров совхозов Севера, ну, порядка больше 20 человек, ну, туда, во главе Михаилом Ефимовичем Николаевым, тогда он был министром сельского хозяйства, выехали в Москву, и Василий Михайлович делал там доклад. И вот Василий Михайлович доклад делал, Татарин Абиникентий Никентьевич читал, и Яголовский Василий Николаевич. Вот 3 человека нам дали квоты, и вот они выступали, и мы сидели в зале этого совещания. Я вообще был, вот, гордился своими коллегами, да, уровень их выступления, содержание, там постановочные вопросы, как они ставили. Вот если другие директора совхозов российского, ну, других регионов ставили вопрос, дайте мне там, допустим, фонды такие-то на технику и там все прочее, а наши коллеги выступали вот с предложением, давайте мы вот откорм разбивать будем, давайте мы будем влаживать средства на повышение качества и уровня жизни оленевода. Вот такие вопросы перспективно ставили. И вот действительно в то время, вот благодаря вот таким руководителям, как Василий Михайлович Кладкин и других директоров совхозов, мы тогда в то время стали флагманом северного домашнего оленеводства, всего Советского Союза тогда. Самые ведущие были. В прямом смысле слава о совхозе Тампонский, ну, ряд таких совхозов гремело на весь Советский Союз. И мы этим очень гордились. И престиж нашей республики в то время был очень высокий. Спасибо, Борис Ануфриевич. Андрей Васильевич, а в тот период вы с Василием Михайловичем тоже работали очень тесно, да, получается? Я благодарен своей судьбе за то, что она дала мне возможность тесно общаться с такой феноменальной личностью, как Василий Михайлович Кладкин. Вот, хочу отметить 2 момента. Первый момент. Детство Василия Михайловича было трудным. Он был круглый сирота. Воспитывался в советском детском доме. Учился в советской школе. Окончил советское высшее учебное заведение. Потом молодым специалистам, как уже рассказали, приехал в Тампо и женился на молодой овенке красавице. Создал семью. И с тех пор до конца своей жизни он связал свою жизнь с Тампо, с овенами. И мы овены уважали и гордились Василием Михайловичем, потому что он был зятем всего овенского народа. Вот это серьезно, давайте поаплодируем. Да. Василий Михайлович был государственным человеком. Он все вопросы решал по-государственному, мудро, с дальним прицелом. Вот. Когда я был избран народным депутатом РСФСР,
Потом работал как член Верховного Совета РСФСР в Москве. Первым человеком, который ко мне приехал из Якутии, был Василий Михайлович Клаткин. Когда он ко мне зашел, мы поздоровались, у меня был первый вопрос у него. А где золотая звезда? Почему нету на груди? А вот он говорит, знаешь, я постеснялся говорить. Почему постеснялся? Я говорю, вдруг новым властям это не понравится. Как это так? Ну, какое дело, вы нравится, не нравится новой власти? Это герой социалистического труда, это пожизненно, потому что вы заслужили своим ударным, выдающимся трудом. Если сняться нечего, на другой день он пришел с золотой звездой. И мы с ним вошли многие министерства, ведомства, и он конкретно решал министрами свои вопросы, свои проблемы, и разговаривал с министрами, руководителями ведомств на равных, деловито, конкретно, и очень настойчиво, и многие вопросы свои решал. Потом я приезжал несколько раз в Тополиное, вот, полетал по оленеводческим садам, помню, до сих пор очень хорошо тепло помню, как прилетел отдаленный такой среди больших высоких гор оленеводческое стадо, где я встретился там Вениамином, остальными Ваисовыми, с их детьми, оленеводами. Вот, потом другой раз приехал, зашел к Василию Михайловичу, в его кабинет, Тополином. Вот сижу там, смотрю, Петр Васильевич Статюк, это командир вертолетного звена. Как раз он обсуждали, как организовал там оленеводческих бригад и так далее, и так далее. Я тут подошел, как раз вовремя подошел. В общем-то, и втроем начали это обсуждать. Я должен сказать, что вообще в то время это вертолетчики, это были сердцем и душой всего оленеводства. И я помню, когда последний раз я виделся с Василием Михайловичем последнюю весну его жизни, когда я приехал в Тополино, встречался с избирателями, мне сказали о том, что Василий Михайлович ждет меня вечером 5 часов. Я туда пошел, и мы 2 часа только вдвоем сидели и разговаривали. Чай пили и общались. Он очень много рассказывал о своей жизни, о труде, об оленеводах, как надо устроить их быт, их труд, их условия жизни. Он говорил с большим сожалением о больших трудностях, которые уже назрели, что вообще оленевод стал очень трудно жить, условия трудные, оленеводство уже на закат пошло. Этим очень сильно переживал так. После этого, значит, я уехал, и, к сожалению, через месяца 3 нашего многоуважаемого, дорогого Василия Михайловича уже не стало. Вот так. Вот так. Так что это был легендарный человек. То, что вы сегодня проводите этот вечер памяти и посвящаем в целом вся республика к его 80-летию школы республиканских оленеводов Тополином. Это здорово. Надо таких людей всегда помнить, на их примере воспитывать молодежь, современная молодежь, так, патриотического воспитания. Это самое настоящее. Другого такого примера трудно найти. Вот у меня все. Спасибо. Андрей Васильевич, сегодня у нас в студии присутствуют друзья всех оленеводов. Это легендарные герои неба, люди, которые всегда помогали оленеводам, дружили с ними. Это пилоты, вертолетчики. Часто летали с Василием Михайловичем, с Петром Васильевичем, потому что они как бы и дружили. Я очень часто попадал с ними в один экипаж. Ну и как бы Петр Васильевич всегда там пилотирует, что-то смотрит. Василий Михайлович заглянет, раз заглянет, второй раз заглянет. Потом говорит: Сергей, ты же ничего не делаешь. Я говорю: я сижу же, вот ориентировку веду. Он говорит: ориентировку Стецюк должен вести. И я, говорит, сзади стою. А ты сиди, отмечай, где ягель, говорит. Ты же просто так сидишь, говорит, ничего не делаешь. Ну и еще часто мы начинали спорить с ним по загрузке, потому что Василий Михайлович всегда попутно загружали. Вот летит агитбригада, нужно продукты оленеводам завести.
Если летишь, стреляешь в волков, все равно нужно продукт оленеводом завести. Вот мы там всегда высчитываем до килограмма, а он всегда настаивал, надо больше взять, надо больше взять. Он хотел как бы такой случай рассказать. Один раз полетели, Василий Михайлович с нами был, у него была такая норковая шапка, он новую, видно, купил. Мы полетели, прилетаем в стадо, оттуда нужно было что-то забирать. И он мне говорит, вот видишь, Сергей, я даже шапку выкинул, чтобы отсюда загрузки больше взять. Мы удивились, засмеялись. Потом ребята говорят, да просто, говорит, блистер был открыт. Пока он сидел, смотрел, видно, уснул, и у него шапка вывалилась. Сейчас по истечении вот этих 30 с лишним лет, как бы раньше, может быть, не совсем осознавал это, с какими вот такими выдающимися руководителями, людьми общался, да. А вот сейчас по истечении вот, прошедших лет сам был руководителем предприятия, генеральным директором. Сейчас просто вот, сожалею, что таких людей стало намного меньше. Я часто был у Василия Михайловича дома, вот Надя, свидетель. Тоже я был командиром эскадрильи, он приглашал в гости. Всегда говорил, ты давай хорошо кушай, потому что ты должен быть такой, как Петр Васильевич, большой и добрый. Очень жаль, что сейчас руководитель такого уровня, как Василий Михайлович, я так думаю, что только единицы, наверное. Спасибо. Василий Михайлович был очень добрым человеком, с прекрасным чувством юмора, герой, о котором мечтает любой журналист. Да. Анатолий Петрович, вы снимали фильм, работали вместе с Василием Михайловичем. Каково это, вот, работать с таким человеком, с гигантом, с легендой? Да, конечно, мне посчастливилось с ним работать. Дело в том, что я даже и не мечтал об этом, потому что думал, герой соцтруда, подойти невозможно. А он сам подошел, сам поговорил. Мы начали работать очень быстро. Он человек очень темповой. Вот как задумали, сразу надо сделать. И сразу же мы должны были ехать туда. И была река, и возле реки он нас там встретил. И все, с этого момента пошло как по маслу. Оказывается, я тогда понял, что он такой хороший организатор. Все он до полочки, все до мельчайших подробностей все продумал. И очень быстро мы все это отсняли. И отсняли очень легко, потому что он человек общительный и вообще гигант мысли, можно сказать. Память у него великолепная. И очень все четко все рассказывал, и время было острых вопросов. И я старался задавать ему острые вопросы. И все, без никакой запинки он на все отвечал. И фильм, я считаю, что не фильм, а телеочерк получился очень быстро, очень легко. И в этом документальном, в этом телеочерке я у него последний вопрос спросил. Считаете ли вы себя счастливым человеком? Он сказал, я считаю себя очень счастливым человеком. Спасибо, Анатолий Петрович. Василий Михайлович был очень интересующимся человеком, который интересовался буквально всем, да, и вносил в свою жизнь, в свою работу все новшества, которые мог найти. Разговаривал с людьми, общался. Чего стоят одни вот эти ледники в горе, да, натуральные этих полости сохраняли до 20-30 тонн мяса круглогодично. Антон Анатольевич, вы тоже свою трудовую деятельность начинали в оленеводстве, да, это совхоз «Искра» знаменитый тоже. И в то время, наверное, были у вас общение, обмен опытом между молодыми руководителями, между оленеводами? Но я с Василием Михайловичем был знаком с момента учебы в Якутском госуниверситете, в сельскохозяйственном факультете. И у нас, когда перешли на 3-й курс, предмет оленеводства Якутской ССР, один из основных предметов для зооинженеров. И, конечно, преподаватель Александр Данилович Курилюк.
Да, и буквально за 1,5 года ведения этого предмета нас, ребят центральных районов, он всех сделал оленеводами. Многие захотели, значит, поехать на север, заняться оленеводством. Действительно, очень интересные доклады, значит, преподавание, значит, очень интересные практические занятия. И в целом, конечно, он эту книгу написал, значит, как бы совмещение науки и практики, и в основном на базе Тампонского совхоза. Ну, потом я действительно выбрал север, поехал на преддипломную практику совхоз «Искра», и там я находился 6 месяцев, включая каникулы. Так я увлекся оленеводством, и 5 месяцев находился безвылазно в стаде. Конечно, это очень летнее-осеннее время, до Нового года. Занимался и лечением оленей, кочевал, подготовка к гону, различные зоотехнические ветеринарные мероприятия. И это стало очень интересно, так как я с детства с хатона не выходил. Мать моя доярка, 10 детей, и, конечно, отец тоже скотником. И, конечно, в хатоне с малых лет это как-то мне надоело, и я выбрал север и уехал в совхоз «Искра». Ну и, конечно, во время практики я провел вот по опыту Василия Михайловича опыт, значит, по предубойному нагулу и откорму оленей. Сам, вот, находясь в стадо, отбирал вот 400 голов, все с оленеводами, значит, сперва нагул, потом, благо, что тогда и комбикорм дешевый был, сам смастерил корыто, тогда в совхозе «Искра» как-то откармливали без корыт, бессистемно, я все это научно обосновал и получил такие же результаты, как у Василия Михайловича, даже кое в чем превзошел, так как взвешивал все как студент, подходил очень щепетильно. И тогда Александр Данилович удивился, и мою вот статью напечатали мы в «Земле» сибирской, дальневосточной и так далее. Но потом я, работая впоследствии в совхозе «Искра» в 1988 году, уже поближе познакомился с Василием Михайловичем. Он тогда, как кандидат в депутаты Верховного Совета Российской Федерации, приехал к нам в совхоз для встречи с избирателями. И Николай Ильич, значит, поручил мне сопровождать его. Ну, он сперва меня представил очень хорошо. И я 2 дня сопровождал его по стадам. Тогда, благо, что у нас во всех стадах были площадки под Ан-2. Мы на Ан-2 несколько стад слетали. Звероферму нашу, очень тоже передовую в республику, свиноводческую ферму, значит, и молочно-товарную ферму. Тоже все на высшем уровне, все эти фермы были. И Василий Михайлович тогда тоже дал высокую оценку. Они все время соревновались с Николаем Ильичем. Кто лучше, у кого показатели лучше. Николай Ильич все время на планерках вызывал. Вот мы должны, значит, победить Тампонский совхоз. Все время, значит, такие цели, задачи ставили. Ну и, конечно, потом я работал 3 года директором совхоза «Момский» уже. И мы тоже частенько встречались. Тогда агропромышленный комбинат «Север» ежеквартально проводил, значит, такие совещания директоров. И, конечно, мы, молодые директора, с упоением слушали наших опытных коллег, как Василия Михайловича, Николая Ильича, Петра Афанасьевича, Николая Егоровича Андросова. Действительно, это были настоящие киты, значит, ну, люди очень такого огромного жизненного опыта, практики, значит, знающие свое дело, и действительно руководители очень высокого уровня. Тому пример, конечно, легендарного человека Василия Михайловича, это очень добрый пример в целом для нынешнего поколения. Но и таких людей, конечно, республика должна чтить, значит, но он оставил свой след на долгие времена, как один из выдающихся руководителей сельскохозяйственного производства, оленеводства.
Надо отметить, что до конца своей жизни Василий Михайлович был предан оленеводству. Думал, переживал, беспокоился об оленеводах, о состоянии оленеводства. Николай Николаевич, вы тогда были начальником управления сельского хозяйства, да, Тампонского района? В 1999 году меня пригласили работать в родном Тампонском районе, и в это время мы с Василием Михайловичем очень много советовались, и он даже нас вот с головой, тогда Дмитрием Васильевичем Савиным, нас свозил специально по стадам, показывал, как быт оленевода, и всегда говорил, надо вот как-то найти в это время какой-то путь развития оленеводства. Но он всегда говорил, это оленеводство, это не производство, а это образ жизни северного народа. И он всегда нам убеждал и говорил. И вот когда вот в 2002 году он мне в кабинет зашел и говорит, мне надо преемника, я хочу отдохнуть, и я хочу написать книгу. Он всегда собирался писать книгу, очень много у него статей, очень много материалов было. И он попросил, мы с головой Дмитрием Васильевичем думали, и у нас тогда молодой специалист был Иван Петрович Павлов. Он тогда у нас начальником управления спорта и молодежи был. И Иван Петровича вы решили назначить руководителем совхоза. Иван Петрович, как вот от спорта к оленеводству? Захожу в кабинет, глава улуса, значит, напротив Николай Николаевич, и загадочно так на меня смотрит. Я думаю, что-то случилось, походу, так. Ну, в общем-то, Дмитрий Васильевич был удивлен, что я, оказывается, имею специальность за инженера. И именно по оленеводству, да. Вот. И он такой говорит, Иван Петрович, ты, оказывается, же за инженер. Ну вот, говорит, мы с Николаем Николаевичем порекомендовал вас, в общем-то, потрудиться в селе Тополиное. Вот. Мы, говорит, Василием Михайловичем переговорили, Василий Михайлович, в общем-то, добро дал. И, конечно, я был очень сильно ошарашен. И в первый момент, конечно, было очень сложно принять решение, да, такое, принять эстафетную палочку вот такого знаменитого, легендарного руководителя, героя соцтруда Василия Михайловича Кладкина. Но Василия Михайловича Кладкина я вообще-то знал с детства. Я сам с Момского района был, отец у меня тоже руководитель совхоза крупного, Момский, да, фронтовик. Он всегда говорил, что мой отец для него был старшим братом, вот, потому что он был из числа фронтовиков, в общем-то, и он его очень сильно уважал. И вот когда были вот эти республиканские праздники, слет оленеводов и так далее, Василий Михайлович приезжал в составе своей делегации, да, тампонцев. Вот всегда была такая крупная делегация, и вот в гости к нам приходили вечером все директора. И вот я помню, вот Николай Ильич, вот Василий Михайлович были такие, ну для нас тогда я был маленьким, и все казались, ну, такими недосягаемыми такими людьми, потому что я своего отца-то редко видел, да, потому что он тоже работал очень плотно, они очень годами ездили по стадам, ну, и всегда непосредственно они были производственные, непосредственно вот в производственных совещаниях и так далее. Ну, в общем-то, подумав, обсудив с семьей, я принял решение все-таки ехать, потому что не зря учился, не зря, думаю, в общем-то, из Момского района, знаком с оленеводством, вот, и приняв решение, я поехал. Вот, Тампонский район очень красивый край, не только природой, но и людьми, да. Вот, и вот сегодня, вспоминая Василия Михайловича, вот, мы с ним вместе жили, целый год вместе жили, и каждый вечер он много очень писал после работы, да. И я один живу в одной половине, и он рядом со своей дочерью. Мы каждый вечер сидели, чай пили, и все о проблемах оленеводства, как оно должно быть. Я как молодой, ну такой горячий, конечно, был, да, вот я всегда говорил о том, что
в сегодняшних условиях рыночной экономики должна быть какая-то общественная сторона, да, какая-то частная собственность, чтобы людей привлекать и так далее. Ну и Василий Михайлович все-таки это принял, да, что должно быть. И мы в первый год добились хороших результатов. Очень хороших результатов. Почему? Потому что мы людей, которые непосредственно работали в производственных бригадах, нацелили на то, чтобы вот повысить деловой выход Тугутов, сохранность, и тем самым какую-то часть от полученного высокого результата, определенную часть полученного, значит, поголовья приобретали в частную собственность. Да? Вот, например, Стручков, да, бригадир Стручков там очень высокие результаты показал. И, в общем-то, живыми тугутами семья была довольно обеспечена. И до сих пор семья хорошо живет, работает вот сегодня. Для севера, для оленевода очень много принято постановлений, очень много решений есть. Так. Это все было исходило на, что у нас оленеводство не упало, оленеводство возрасталось, оленеводство дальше шло. Но самое главное, вот эти, большинство этих постановлений не выполняется. Не выполняется. И в результате чего даже обещанные деньги не поступают в текущие счета унитарных предприятий, общины не поступает. Но сегодня как жить без денег? Это вообще невозможно. Как развивать производство? Вообще невозможно. Как бороться с этой стихией? Вообще невозможно. Поэтому самый ключевой вопрос – это отсутствие денег, финансирования развалило север. Очень был рад знакомству с семьей большой, да, Василия Михайловича, детьми, внуками. Я до сих пор с ними общаюсь. Вот. И сегодня растут пацаны, парни, вон, красавцы здоровые, да, вот Василия Михайловича. Вот. Хотел бы пожелать всем счастья, вот, детям, внукам, чтобы помнили дедушку, отца и добивались успехов. Спасибо. Благодарю Василия Михайловича, что был с ним знаком. Есть такой вот случай интересный, мне рассказывали, что Василий Михайлович заказал к празднику оленеводов песню, специальную песню для оленеводов к слету. И поручил это дело мелодисту известному, исполнителю Владимиру Колтовскому. Да, Владимир? Да, было. Было такое. Меня дал 2 дня всего. 2 дня отгула давал. И плюс 2 дня этого, выходных, суббота, воскресенье. Итого 4 дня. В понедельник подойдешь и послушаем вашу песню. И за эти дни я создал эту песню. Ну, понравится ему, кажется. И ну и, наверное, мы сейчас ее сегодня услышим. Услышим. Ыстадаттан мінбеген бір суаллың қомынан Бұр-біртерін тұтамын бөліп бір кетейдім Таба күнін ұлары, доғыттары көссәрі Сүрәптәпті сада күрді көрін ары көрәрі Хәдегіл, хәдегіл, хәдегілді, хәдегіл Хәдеду, хәдеду, хәдегілі құрдықпын Хәдегіл, хәдегіл, хәдегілді, хәдегіл Хәдеду, хәдеду, хәдегілі құрдықпын Тополины бәуілігі бәдірақтан көстіға Ота көе сандары нұғый бұттыңыры Жолуқтақ бұрдары мұлағығыр астойақтар Өсі күске тағамайын бәуілік бір тирердің Хәдегіл, хәдегіл, хәдегілді, хәдегіл Хәдеду, хәдеду, хәдегілі құрдықпын Хәдегіл, хәдегіл, хәдегілді, хәдегіл Хәдеду, хәдеду, хәдегілі құрдықпын
Өлік бір киімнен соңындағы кәпсерін Үлекөйе өрітін ұлжыттарды дүлләстен Түлгәға кереммен, әле тылы дәтіммен Сырды болып туынан өрім көтін тойығын Әдегіл, әдегіл, әдегілді, әдегіл Әдеду, әдеду, әдеулі құрдықпын Әдегіл, әдегіл, әдегілді, әдегіл Әдеду, әдеду, әдеулі құрдықпын Әде, 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 hurya, 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 Браво! Ага. Действительно очень красивая, великолепная песня. Спасибо, Владимир. Ага. Уважаемые участники нашего сегодняшнего вечера воспоминаний о Василии Михайловиче Кладкине, уважаемые телезрители, феномен, трудовой подвиг Василия Михайловича никогда не забудется, и он будет служить примером, достойным примером для будущих поколений. На этом я прощаюсь с вами. Еще раз благодарю за то, что вы пришли сегодня к нам в студию, и мы вспомнили и почтили память легендарного Василия Михайловича Кладкина.